Быстро, качественно и без права на ошибку выполнять задания недетского уровня ребятам помогает хорошая погода и боевой настрой. 10 тематических заданий и столько же команд. В одной из них и Раяна Галаева. Девочка принимает участие в соревнованиях впервые. Несмотря на все сложности, школьница справилась хорошо. Некоторые препятствия были очень сложные, а некоторые легко. Навесная переправа была очень сложной, но она стала потом легкой, потому что я это уже проходила на тренировках. Региональный этап всероссийских соревнований «Школа безопасности» проходит в рамках общероссийского партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» при поддержке местного мецената Муслима Татриева. Ребятам предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку и навыки оказания первой помощи. В этом году мероприятие приурочили 76-летию со дня окончания Великой Отечественной. Назвали мы сегодняшние соревнования, вот буквально недавно мы отмечали День Победы 9 мая, и сегодняшние соревнования мы назвали «Дорогами Победы». То есть наши отцы и деды, одолевая болота, леса, кварталы, шли к своей победе. И сегодня тоже наши дети приобщаются к культуре, мы преподаем им историю, краеведение, туризм. И они сегодня покажут свои результаты именно сегодня. Со всеми задачами бойцы справляются на 100%. Никаких делений на слабый и сильный пол здесь нет. Все равны. Оценивают судьи не только скорость выполнения задания, но и качество. В общей сложности ребятам предстоит пройти 100 метров полосы препятствий. Мы в этом мероприятии принимаем участие не первый год, работаем давно, с детьми всю программу знаем. Детям очень интересно. Почему? Потому что это такой вид спорта, который затягивает. Подготовка к соревнованиям проходила очень даже в спокойном порядке, все получилось. Все этапы на полосе препятствий налажены. Везде стоят судьи из числа спасателей пожарной части города Малгобек. Сразу после первой полосы препятствий начинается вторая – пожарная эстафета. Здесь команд ждут опытные МЧСники. Помимо облачения в спецэкипировку, школьникам необходимо научиться правильно обходиться с пожарными рукавами и стволом подачи воды. В числе самых заинтересованных участников и Усман Келиков. В будущем мальчик мечтает вступить в ряды наставников. Боевому развертыванию приступить. Мне понравилось параллельные веревки. Не было сложно, но не были некоторые трудности. Тут мы выполняли боевое пожарное развертывание и надеваем пожарную форму. А как ты думаешь, что самое важное было при выполнении этого задания? Например, скорость, техника. В завершение ребята получили не только памятные подарки и грамоты, но и массу эмоций. А победители представят республику на Северокавказских играх, которые пройдут уже в июле этого года. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.